В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. Общество знания известно с советских времен, как изменились его цели и задачи сегодня в эпоху цифровизации. Что принципиально нового вносит современное знание в просвещение региона? Об этом мы сегодня поговорим. У нас в студии Дмитрий Апрасимов, директор филиала Российского общества знания в Республике Саха-Якутия. Дмитрий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про само общество знания, что вот коротко, если обозначить основные моменты направления. Ну, как вы правильно сказали, общество знания работает у нас с советских времен. Да? Мы сохранили ту миссию советского общества знания. Конечно, это же просвещение населения. Да? И мы идем в ногу со временем. Да? Цифровые технологии активно используются нами в том числе. И, конечно же, ну, мы не совсем, можно сказать, конкурируем, да, с цифровыми технологиями, поскольку сейчас большое внимание мы уделяем живому общению. А на кого вот в первую очередь ориентирован вот ваш проект? В первую очередь мы работаем, ориентированы на молодежь. Это школьники и студенты. Но начиная с этого года мы значительно расширили нашу целевую аудиторию. И сейчас у нас в том числе и проекты, посвященные родителям, проекты, посвященные и людям пожилого возраста. Да? То есть сейчас мы пытаемся охватить как можно большую категорию. У нас, например, есть проект «Знание государства». Это просветительские лекции, которые мы проводим для сотрудников государственных ведомств. Там бывают совершенно разные темы. Да? Мы читаем им темы, посвященные, начиная от геополитики современной, заканчивая темами, посвященными психологии. Это темы межличностного взаимодействия, личностного роста. Ну и, например, бывают такие темы, как темы, посвященные как пережить профессиональное выгорание, да, как проявить себя в стрессовых условиях и так далее. Это одни из самых востребованных или есть какие-то еще? Ну, одни из самых востребованных, да, это вот блок, посвященный психологии. Потом у нас, начиная с 16 июля на базе Дома дружбы народов, мы совместно вот с Домом дружбы народов и Северо-Восточным федеральным университетом запустили новый проект. Это открытый лекторий. Да. В первую очередь данный лекторий направлен на родительское сообщество. И родители, мы сейчас стараемся сделать так, чтобы данные темы были интересны и родителям. Подбираем лекторов, подбираем темы. Например, сегодня будет тема, посвященная вопросам буллинга в школах, да, как выявить, что у ребенка конфликт в школе, как помочь ему пережить этот процесс. А на прошлой неделе наш лектор читала тему, посвященную гаджетам. Влияние их на детей, как они влияют с положительные стороны гаджетов, да, они значительно, конечно же, улучшили нашу с вами жизнь, но и их отрицательные стороны. Вот эти темы мы, например, рассмотрели. И каждую среду в 17 часов на базе Дома дружбы народов мы проводим открытый лекторий. В августе, например, будут темы, посвященные ложным новостям, да, как феномену современного общества. К сожалению, тенденция показывает то, что фейковые новости, они у нас достаточно распространены. Потом будет тема, посвященная развитию Арктики, тема, посвященная психологическому развитию ребенка, да, на что уделить внимание, как сделать так, чтобы ребенок рос в хорошей и здоровой среде. Ну и будет тема, одна из самых актуальных, к сожалению, тем, да, современного периода, это тема, посвященная интернет-мошенничеству. И вот, как правило, большинство ли людей посещает такие лекции там, вместе с родителями, с детьми? Сейчас стабильно у нас картина порядка 25-30 человек на каждую лекцию. Поскольку мы только начинаем проведение открытого лектория, да, для нас это хорошая тенденция, я считаю. Поскольку
ранее мы работали с, можно сказать, неорганической аудиторией, да, это, то есть организованные группы, например, группы студентов, да, школьные классы, либо сотрудники ведомств определенных. Мы к ним приходили и рассказывали ту или иную интересующую их тему. То сейчас уже анализируя обстановку, анализируя те темы, которые наиболее интересны для нашего социума, мы пытаемся проводить такие актуальные лекции. А какие вот современные форматы используете? Помимо вот традиционных лекториев, да, у нас есть, например, формат мотивирующей встречи, да, то есть приезжают к нам федеральные спикеры, с которыми мы проводим встречи. Например, в июне текущего года к нам приезжал Торники Квитатьяни, да, участник проекта «Голос», спортсмен, и он проводил мотивирующую встречу для молодежи. Да, как, например, сделать так, чтобы из спортивного, да, круга, проявив свой талант и его как-то развить, выйти на совершенно другой уровень. Ну и помимо этого у нас, например, на основе нашего сайта Российского общества знания существует несколько таких хороших проектов, которые мне очень сильно нравятся. Это, например, проект «Знание Академии». Это цифровая платформа, где абсолютно любой желающий может пройти на бесплатной основе любой интересующий его курс. Там, например, есть курсы, посвященные ораторскому мастерству, курсы на личностное развитие, и посвященные воспитанию детей. Да, например, начиная от школьников, тема, например, гаджетной зависимости, и заканчивая темами, как работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А есть ли вот проекты, которые посвящены, например, местной культуре, например? Специального проекта, посвященного местной культуре и местной истории, у нас пока нет, но я отмечу, что в рамках федеральных проектов «Знание лекторий» и «Знание наука» данные проекты интегрированы в данные федеральные проекты. И у нас есть пул лекторов из научных учреждений, которые входят в состав Сибирского отделения РАН. Есть лектора из Северо-Восточного федерального университета, и они перед слушателями в том числе рассказывают те темы, которые они сами разрабатывают. Например, это темы, посвященные истории Якутии. Да? Буквально на прошлой неделе у нас выступал доктор исторических наук, старший научный сотрудник ИГИП МНС РАН Андрей Афанасьевич Борисов. А кого планируете в будущем пригласить еще? Пул лекторов у нас достаточно большой. Всего у нас зарегистрировано свыше 130 лекторов. И постоянно работающие, активно вовлечены в процесс порядка 70. И из совершенно разных категорий у нас люди. Есть и историки, есть и деятели науки. Так что планы у нас большие. И мы их, конечно же, всех будем приглашать на наши открытые лектории. А вот вы сказали ранее, что федеральные спикеры тоже приезжают. А вот как, например, узнать любому желающему, кто приедет, допустим, в следующем месяце, и как посетить именно эту тему? Когда приезжают федеральные спикеры, мы, конечно же, через средства массовой информации рассылку делаем, да, поскольку, сами понимаете, у нас достаточно трудная логистика, в плане того, что мы удалены от федерального центра, да, и, например, в прошлом году у нас был очень хороший проект. Мы в числе первых субъектов Российской Федерации провели федеральный просветительский марафон «Знания первые». Данный марафон был посвящен Дню народного единства в прошлом году, да. Это был уже 9-й марафон, 8-й марафон, и к нам тогда приехали, например, летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский, двукратные олимпийские чемпионы Вик Уайлд и Евгений Рылов,
актер Алексей Чадов, разработчик роботов Олег Кивакурцев. И у молодежи Якутии была возможность пообщаться с ними вживую, задать свои интересующие вопросы. Данное мероприятие проходило на базе культурного центра СВФУ. И мероприятие посетило свыше 2000 молодых людей. Так что возможности у нас есть. И сейчас, например, есть несколько программ, в рамках которого мы можем направлять ребят из субъекта на марафон в Москву. В сентябре текущего года в Москве состоится тоже очередной федеральный марафон. Он будет посвящен 80-летию атомной промышленности. А ездите ли вы по УЛУСу? Ездят ли лекторы? Поскольку мы в основном общественная организация, да, у нас и наблюдаются определенные трудности, связанные с транспортной логистикой, но тем не менее лектора либо по своему желанию, да, либо совмещая со своими командировками, либо с проездом в отпуск, они выезжают в ЛУСа и проводят там различные встречи. И я очень рад тому, что Чурапчинский район, он вызвался, сам вышел к нам на связь с инициативой проведения открытого лектория в селе Чурапча на базе их районной библиотеки. И наши лектора уже, надеемся, на постоянной основе в ближайшее время будут выезжать в Чурапчинский район. И надеюсь, что данная тенденция она будет только увеличиваться, и со временем мы сможем охватить все районы нашей большой необъятной республики. Надеемся, что в будущем действительно будут как можно больше успехов. А каким вы проектом лично гордитесь и какие может быть план на будущее? Лично я, как директор филиала, горжусь абсолютно каждой нашей проведенной лекцией, да, поскольку в каждую лекцию мы вкладываем частичку своего знания, частичку себя. Но отдельно, как я уже отметил, это проект, посвященный, это наш федеральный марафон, да, «Знание первое», который мы успешно реализовали в прошлом году. Это у нас есть интересный проект на базе детского лагеря «Арктика и космос», да, совместно с Центром технического творчества города Якутска. Мы реализовали в этом году на базе лагеря хорошую образовательную программу. В том числе у нас была возможность у ребят реализовать, встретиться в режиме онлайн с летчиком-космонавтом Борисенко Андреем Ивановичем. Спасибо, Дмитрий Андреевич, за такую подробную информацию, что к нам сегодня пришли. Спасибо вам за приглашение. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.